Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Ан-2 получил повреждения при аварийной посадке в Якутии. Известны новые подробности авиаинцидента. Количество потопленных дворовых территорий в Намском районе выросло до 17. Подтопления зафиксированы в селах Едейцы, Партизан, Мадут и Намцы. Ну а в двух районах Якутии зафиксированы лесные пожары. Причина обоих возгораний – неосторожное обращение с огнем. Всего 8 человек, находившиеся на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку у поселка Теплый Ключ, самостоятельно добрались до населенного пункта и находятся в безопасности. На место сразу выехали 2 медицинские бригады, реанимационная и хирургическая, из Тампонской райбольницы. Врачи осмотрели всех пассажиров на месте. Один мужчина с ожогами госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести, но угрозы жизни нет. 3 пострадавших получили помощь и будут лечиться амбулаторно. Остальным медицинская помощь не потребовалась. 2 человек для дальнейшего наблюдения отправили в Хандагу бортом санавиации. В Намском районе вода продолжает испытывать людей на прочность. Число подтопленных дворов выросло до 17. Затронуты села Едейцы, Партизан, Мадут и Намцы. Чтобы дети не теряли учебный ритм, в 5 школах организовали дистанционное обучение, а Едейскую школу временно перевели в безопасное помещение на базе соседней. Более 70 жителей Партизана уже эвакуированы. Скот заранее отогнали в укрытие, а пункты временного размещения готовы принять всех, кому это понадобится. Тем временем на реке Лени идет активный ледоход. Спасатели проводят взрывные работы, чтобы не допустить заторов, а дополнительные силы МЧС усилили мониторинг. За сутки применялась авиация МЧС России для проведения авиамониторинга паводковой обстановки на реке Лена. Также для разрушения ледовых полей в превентивных целях. Проведено 2 подрыва в Намском районе. Использовано 1800 килограмм взрывчатых веществ. Сегодня спланирован вылет Ми-8 полярной авиалинии для доставки взрывчатых материалов. Также в Намский район дополнительно была направлена группировка спасателей для всесторонней помощи населению. На всем протяжении пути ледохода выставлены посты безопасности. 18 дворовых территорий потоплено на территории села Тулагина в пригороде Якутска. В настоящее время люди вынуждены передвигаться на моторных лодках. Накануне в Тулагино-Кельдямском наслеге были открыты пункты временного размещения населения, а также были подготовлены вещи первой необходимости. Для домашнего скота организована стоянка на возвышенности. По информации местной администрации, за последние часы уровень воды пошел на спад, что дает надежду на скорый уход воды с дворовых территорий. Мы проводим в первую очередь оповещение с вручением памяток и дворовой обход проводим. Потом организовываем 4 группы. Группа оповещения, группа отгона крупного рогатого скота, группа пункта временного содержания. Ну и сама администрация, которая организовывает полностью все мероприятия. Сегодня мы закрыли пункт временного размещения по распоряжению штаба. У нас штаб организуется во главе Евгением Николаевичем Григорьевым. В Усть-Алданском улусе ситуация по Лене стабильная. Наблюдается густой ледоход. Уровень воды по 3 населенным пунктам опустился на 1,5 метра. А сегодня районная комиссия по чрезвычайным ситуациям работала в селе Черектей, где течет река Алдан. До утра в селах Дыгдал и Черектей уровень воды достигал более 9 метров, но к 2 часам дня под Черектеем вода опустилась на более 1,5 метра, под Дыгдалом на 25 сантиметров. Несмотря на налаживание паводка, ситуацию держит под контролем. Во всех населенных пунктах были развернуты пункты временного размещения населения. Скот и лошади отогнаны на непотопляемые места. Во всех населенных пунктах усилена работа медицинских учреждений. Во всех населенных пунктах обеспечена связь, беспрерывная связь. В ближайшие 2 дня заработает паромная переправа Махсоголовка-Качикадзе. На берегу села Качикадзе уже выстроилась очередь из фур. На линии в предстоящей навигации будут работать 4 парома. Также в республике официально объявили новые цены на паромную переправу Якутск-Нижний Бестях. Госкомцен республики утвердил предельные тарифы на навигацию, и в среднем проезд для легковушек подорожает на 12%, а для грузовиков и спецтехники на 5%. Важно понимать, это потолок, выше которого перевозчики поднимать
поднимать цены не имеют права, а итоговая сумма зависит от того, сколько места машина занимает на палубе. Пассажирские билеты тарификации не подлежат, их стоимость компании определяют самостоятельно. В республике ведется интенсивная работа и по предотвращению лесных пожаров. Так, с 13 мая в Чурапчинском Улусе объявлен особый противопожарный режим. Созданы совместные специальные группы пожарной службы, лесничих и экологов для проведения противопожарных работ. В прошлом году на территории Улуса было зарегистрировано 2 лесных пожара, в результате которых сгорел 31 гектар земли. Представители контрольно-надзорных органов напоминают, что в целях предотвращения возгорания использование открытого огня на природе строго запрещено. Если хотите развести костер, то вы можете сделать так, чтобы сделать мин-полосу вокруг костра шириной 50 сантиметров и вырыть ямку специально для костра. Тогда это разрешено делать костры в лесном массиве. И оно должно 5 метров дальше от леса находиться. С началом пожароопасного сезона в Усть-Алданском Улусе зарегистрированы 2 возгорания с общей площадью около 20 гектаров. Причина – человеческий фактор. На тушении первого пожара работали 15 сотрудников учреждения «Якутлесресурсы», 3 единицы техники. Оба пожара потушили менее чем за сутки. В лесу настойчиво призывают охотников водоплавающую дичь беречь природу и не разводить костры. Мы дали оперативную информацию в город РДС о том, что случился у нас пожар. Всю эту оперативную информацию отправили в РДС, прокуратуре, ОНД. Возможная причина пожара – местный фактор. Дело переведено в ОНД. В Нюрбинском районе в том числе усиливают профилактику против лесных пожаров, ведь в большинстве случаев это возникает по вине человека. Например, 17 мая было обнаружено возгорание в селе Антоновка местности Куачай на площади 2 гектаров и был ликвидирован. Причина возникновения – человеческий фактор. Несмотря на профилактические работы, которые ведутся по району систематически, халатность имеет место. В прошлом году по Нюрбинскому району было зарегистрировано и ликвидировано 5 лесных пожаров. Лесопожарные службы и местные ДПК готовы. Проводятся рейды патрульными группами и патрульно-контрольными группами. Каждый день проводится облет, а пока термоточек нет. На полях 10-го российско-китайского экспо обсудили сохранение белого журавля стерха. Для народа Саха это редкая перелетная птица – символ счастья. Но не меньшую ценность она представляет и для жителей Поднебесной. Подробнее об этом расскажет Виолетта Засимова. В первый день работы Экспо Якутия и китайская провинция Цзянси подписали план совместных мероприятий. Обширный документ охватывает сельское хозяйство, образование и науку, культуру и креативные индустрии. Особое место в соглашении отвели экологии, в частности, совместной работе по защите популяции белого журавля стерха. Мы уже несколько лет сотрудничаем в области экологической повестки. Наши специалисты, ученые работают над сохранением восточно-сибирской популяции белого журавля, стерха. Белый журавль зимует в провинции Цзянси, а летом проводит гнездится на территории Республики Саха-Якутия, на территории национального парка Кыталык. В провинции Цзянси стерх зимует на живописном озере Паянг на территории одноименного природного заповедника. Его руководство также приехало на Экспо. В павильоне Якутии они встретились с представителями нацпарка «Ленские столбы», под управлением которого находится нацпарк Кыталык, и обсудили трансграничную охрану белых журавлей, спутниковый мониторинг и взаимные визиты. К диалогу также подключились представители власти обоих регионов и китайские ученые-экологи. Мы хотим, чтобы продвигать наши отношения между Китаем и Россией через охрану белых журавлей. Да. Значит, белые журавли – это мост дружбы между Китаем и Россией сейчас. Символичным моментом совещания стала торжественная передача скорлупы яйца стерха. Вскоре она станет новым экспонатом в музее заповедника озера Паянг. Это яйцо стерха настоящее.
Совместная практическая работа начнется уже этим летом. В якутский нацпарк Италык приедут китайские специалисты, которые обладают большим опытом безопасного отлова и кольцевания птиц. Китайские коллеги предлагают нам спутниковый трекер системы Бейдэйхо. Это очень легкий, безопасный спутниковый трекер. Важно то, что если будем работать с этим трекером, то у нас будет возможность одновременно онлайн в одном и том же приложении следить за миграциями, местами зимовки и гнездования стерхов. Таким образом, забота о редкой птице объединяет специалистов Якутии и Китая. И совместная работа дает реальный шанс на стабильное будущее популяции. Виолетта Засимова, Харбин, Китайская Народная Республика. С января этого года в Верхневилюйске работает группа кратковременного пребывания «Передышка» для детей с инвалидностью. Сегодня в лагере День открытых дверей. Деятельность группы позволит родителям сделать передышку, снизить психологическую напряженность в семьях и повысить качество жизни. Такой несложный вид помощи позволяет изменить ситуацию в семье к лучшему. На сегодня группу посетили 4 ребенка по 15 дней. С детьми занимаются воспитатели, педагог, психолог, логопед. Проводятся различные творческие занятия, индивидуальные беседы, тренинги, песочная терапия, занятия по развитию речи, мелкой моторики. Также занятия по укреплению физического здоровья ребенка – это утренняя зарядка, физминутка, занятия на беговой дорожке, которые нам подарили общество инвалидов Верхневильского улуса. Историко-краеведческий музей Хандаги – это место, где оживает история Тампонского района. Здесь бережно хранят память о становлении поселка, эпохи ГУЛАГа, строительстве легендарной трассы Аляска-Сибирь-Фронт и жизни людей, которые осваивали Тампонский район. Экспозиции музея знакомят посетителей с уникальной историей края, а сотни экспонатов позволяют буквально прикоснуться к прошлому Хандаги. В этом году нашему поселку исполняется 85 лет, и мы принимаем очень большое количество туристов. Они прям нескончаемым потоком идут к нам в музей. Также история поселка, она привлекает не только туристов, но и самих жителей Хандаги, жителей Тампонского района. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.